Видеооколоносплав находится в гостях в библиотеке имени Луи Брайля. Сегодня здесь мы проведем некую творческую встречу. Комсомольчан Константин Бадокин и Галина Ильинична, моя соседка, которая является одной из первых жителей моего родного поселка. Комсомольск на Печоре вы приехали когда, Галина Ильинична? В начале 56-го года. В начале 1956 года. Так, было лето или зима? Зима, это примерно январь. Была зима. Как вы туда добирались и в каком возрасте вы были там? Так, мне было 8 лет. Добирались по Лежневке. Вез нас, наверное, лесовоз с мамой. Торопились приехать, потому что потом Лежневки не будет, и в Комсомольск никак не доберешься. Тогда это называлось поселок Тыбью еще. Поселок Тыбью. Какие первые впечатления и ощущения произвела обстановка, которая была в поселке? Ну вот когда я там появилась, там было 3 барака и палатки. Строился лесозавод, строился поселок. И из детей у нас было 3 человека. Я, мой младший брат, который на год и 8 месяцев моложе меня, и был мальчик Макаров, Валера, 9-летний. Это 1956 год. Да, 3 детей, первых. Так, какие еще можете сюжеты Вот. И первое, исторические? что я увидела утром, когда светло стало, значит, мой младший братик в комнате в общежитии был, в бараке в этом, он был в рубашечке, ботиночках, схватил одеяло и говорит: я побегу курочек ловить, потому что за окном были видны куропатки, белые такие. Я первый и единственный раз в жизни видела целая стайка. Я ему: куда ты, куда? Там снег лежит глубокий, тайга. А он, значит, все-таки схватил одеяло. Я, говорит, их одеялом накрою. Конечно, он никого не поймал, но хотя бы куропаток увидела, тайгу, утро в Комсомольске. Чем занимались ваши родители и кто Так, по имени? Папа Эткин Илья Львович, он строил Комсомольск на Печоре сначала. Вместе с теми, с кем он начинал, добирались они 30 километров по трубе, видимо, газовая, наверное, труба была. Он еще говорил, что в руках были длинные жерди, потому что кругом болото, и нужно было не свалиться с этой трубы, чтобы дойти, а дальше, может, тропа какая-то была. Это летом, потому что туда транспорта никакого не было, это глубоко в тайгу надо было выбираться. А зимой были лежневки. По лежневке можно было добираться. Потом в дальнейшем летом можно было выбраться или добраться на барже, но это тогда, когда достаточно воды было в какой-то момент, а потом, когда мелела река Печора, то уже баржи не ходили, нельзя было там. А еще позднее появились вертолеты. Вот больного человека можно было вертолетом отправить куда-то. То есть своих медиков первоначально не было. А когда они появились? Ой, трудно сказать. Первой, я помню, была фельдшер даже Залесская. Помню, что Абиссинка, такие черные, очень красивые глаза, очень интересная женщина. Она могла взять человека, у которого сильная боль, она могла взять за запястье, говорить с этим человеком, и боль проходила. Ну, на какое-то время потом возвращалась. Юлия Сергеевна и Виктор Ефимович когда появились в поселке Комсомольске, и где они жили? Они появились позднее, когда уже построили первые сборно-щитовые дома. Вот в таком сборно-щитовом доме, значит, была наша квартира нашей семьи, и за стенкой жили Юлия Сергеевна, Виктор Ефимович и Светочка, Светлана, старшая дочь Юлии Сергеевны. А Ольга Васильевна? Ольга Васильевна тогда еще там попозже не была. приехала, да? Да, она приехала позднее.
Вот. Так, если посмотреть на карту Комсомольска на Печоре, то нашу улицу, у нас улица называлась переулок Школьный, дом 2, у нас была квартира 2, а у вас квартира 3. Вы помните, кто еще в этом доме жил? Там соседи менялись, там позднее появились Афанасьевы, но это гораздо позже. Это я уже училась тогда, наверное, в 6, потом в 7, потом в 8 классе. Вот тогда Афанасьевы появились, а до Афанасьевых там менялись соседи. Так. Ну, ладно, сейчас не будем вспоминать. Здесь следующее, что, к сожалению, на карте нет и в реалиях нет переулка Школьного, то есть там, где мы жили с вами, и того дома уже нет. Переулка Клубного нет. Но, насколько я помню, при въезде в поселок улица Криволапа, и в то же время получается, что эту улицу пересекает улица Краснодарская, которая идет по всему поселку. Дальше улица Комсомольская, которая выходила на Голубой Дунай перпендикулярно. Дальше улица Пионерская. Улица Пионерская ведет в аэропорт, вела в аэропорт. Улица Комсомольская разделяет одноэтажные дома от двухэтажных домов. У меня такой вопрос. Что было между домами, вот в то же время по улице Лесной, между нашим домом и домом, там, где жили Ярановы и Епифановы? Ну, первоначально, вот, видимо, дом, где потом впоследствии жили Пипановы, строила бригада Воробьева. А до того бригада Воробьева строила дом, в котором располагалась в дальнейшем новая столовая. Этот дом сгорел. Да, в каком году, не помните? Нет, Этот пожар при вас очень был? быстро, да, при мне, но очень быстро сгорел. Только-только построили, только начало функционировать, и сразу этот дом сгорел. А здание садика и яслей при вас строили? Нет, при мне не было еще ни детского сада, ни яслей в поселке. Такого Так, не было совсем. я был на юбилее Комсомольской средней школы, и в то же время вот для себя сделал такое умозаключение, что смена поколений – это смена ценностей. И, к сожалению своему, значит, о Юлии Сергеевне, вот в руках у меня ее трудовая книжка. Здесь сказано, что в 1960 году назначена директором Комсомольской семилетней школы. Это было так или нет? Да, действительно, Юлия Сергеевна – это наша любимая учительница. Всегда это учитель от Бога. Она прекрасный воспитатель, она очень многое дала всем своим ученикам. Она математику, у нее даже двоечники прекрасно понимали математику и ниже твердых троек не получали. Вот, но у меня много воспоминаний в связи с Юлией Сергеевной, моя любимая учительница и мой любимый человек. Вот, но было еще одно. Когда я училась в 6 классе, нам разрешили устроить вечер. И мы всегда были самым старшим классом обычно. Ну, по-моему, это был 6 класс, может быть, 5 даже. Нам разрешили после этого вечера остаться на полчаса потанцевать. Значит, был патефон наш семейный, там пластинки. И ребята очень не хотели уходить из школы. И они хотели еще остаться. И стали упрашивать сторожа, чтобы она разрешила еще потанцевать хоть полчаса. Она не разрешает. И они, значит, говорят, под ответственность Гали. Вот под ответственность Гали. Я-то молчала, такой скромненькой девочкой была. Вот, но она говорит, ну ладно, под ответственность Гали, пожалуйста. Ребята не подвели, все хорошо прошло. На следующий день приходим на учебу. Юлия Сергеевна была тогда директором школы. Она меня вызывает в директорский кабинет и отчитала по полной программе. Кто дал право брать на себя такую ответственность? Ты кто? Вы, конечно, вы кто? Директор школы. Какое право вы имели брать на себя ответственность? Ну что я ей могла объяснять, что ребята, то есть сказать, что ребята эту ответственность как бы взвалили на меня.
И в что итоге я что? промолчала. Ну, в общем, я от нее получила хорошо, нагоняй хороший получила. Так что она была директором школы. Она, конечно, очень возмущена была. Вот это Нет, вот но здесь пропуск, вот следующее. это Она да. объясняла мне следующее, что быть директором либо руководителем для женщины Это очень это такая ответственно. же ответственность, это, Да. что является полной безответственностью перед семьей и мужем. То есть перед детьми и мужем. Давайте на этом мы пока Но закончим. она полностью отдавала себе Нет, но работе. здесь следующее. Да. Это умозаключение, которое она имела, это умозаключение и имела Прасковья Ивановна Чисталева, которая была учительницей у моей учительницы, у Мария Марии Дмитриевна. Дмитриевны Корычевой. У Марии Дмитриевны Корычевой здесь получается где-то есть одна из последних фотографий, когда мы собирались. Вот это у нас был последний звонок, а где-то вот эта вот фотография, где мы собирались с нашим 5-м выпуском.